Все, бисмилля, да? В любом случае, бисмилля. Бисмилля рахман рахим. Мы с вами продолжаем наш разговор. То, что период пророчества, то есть сунна пророка, саллаллаху алейхи саллям, ислам, аль-Кур'ан и сунна. Коран и сунна, которые были при кем? При пророке, саллаллаху алейхи саллям, передали кто? Сахабы. И период сахабов мы с вами как отдельно разбирали, и период табиин начали. И мы сказали, что Коран и сунна передалось нам по двум линиям, да? Через две школы. Школа мнения и размышления. То есть мадрасату раи, мадрасату ар-раи и мадрасату какой? Мадрасату хадис. Школа хадиса. Школа хадиса. Школа хадиса или масурат, или школа, то, что передается пророку, саллаллаху алейхи саллям, только в том виде, в котором оно случилось, и без добавления, то есть внешне, как буквальная передача того, как это произошло при пророке, саллаллаху алейхи саллям. И сказали, что школу мнения или мадрасату раи, оно в основном, они были и в Медине, конечно. Эти люди были этой школы, они были как в Медине, и хадисоведы были как и в Куфе. То есть они были не территориально зависимы, но в основном, основная масса. Да? Для этого у нас первое это образовалась Куфа. Во главе с кем? Ибн Мас'уд, радийаллаху анху. И также, который опирался на своего авторитета, на кого? Умар ибн Хаттаб, второй сахаба, который сахаба после кого? Абу Бакр, радийаллаху анху. То есть второй человек в исламе, второго уровня, это был Умар ибн Хаттаб. Абу Бакр, радийаллаху анху, это первый. Абу Бакр, радийаллаху анху, это первый. В этом нет разногласий, даже ни у кого. Что Абу Бакр, радийаллаху анху, это пророк, саллаллаху алейхи саллям, назначил его как человек номер один. Даже после себя поставил кем? Имамом, когда он сам болел. Кто имамом был? Был Абу Бакр, радийаллаху. И второй это Умар. Уровень Умара, радийаллаху анху, уровень пророк. Был бы, пророк, саллаллаху алейхи саллям, сказал, после меня был бы пророк, он бы был как? На уровне Умар, радийаллаху анху. Или как Умар, радийаллаху анху. И Куфа, когда Умар ибн Хаттаб отправляет Ибн Мас'уда, радийаллаху анху, в Куфу, после того, как образовал этот город, Ибн Мас'уд, направление Ибн Мас'уда, который основывался на направлении Умара ибн Хаттаба, и еще Муаз ибн Джабаль. Это три сахабы, которые, так скажем, костяк вот этого школы раи. И в Куфе также еще жил и Али, радийаллаху анху. Али, когда было столкновение между Али, радийаллаху анху, и между Муави, в Куфе жил как Али, радийаллаху анху, и многие сахабы жили в Куфе. И мы сказали, что Ибн Мас'уд, радийаллаху анху, оставил в Куфе очень много кого? Своих учеников, своих последователей, от которых мы читаем Коран. Мы не только сунну от них изучаем, от них получаем и Коран. И Хафс ан Асим, который практически везде во всем мире является самым читаемым Кораном, это не из-за того, что он лучше, или не из-за того, что оно
правильный. Нет, они все правильные, одинакового уровня правильные. Но среди людей, почему? Потому что одной из причин, почему вот тот Коран, который передал, сейчас мы, иншаллах, его учеников возьмем, и через них, через Абдурахман Сулями, который вот Коран передался нам, почему именно он повлиял на то, что в основном его чтение читают, они жили в центре цивилизации. Куфа, Басра, Багдад, Дамаск, Османская империя. Они все исламские, так скажем, исламская политика или исламские сконцентрированные силы, они находились около этого. И когда правители, в основном зависит от правителей, как они указания дадут, какой приказ дадут, каких учителей поставят, так и распространяется все больше и больше. Поэтому те направления чтения Корана, которые ушли в Африку, или которые ушли потом в Испанию, Испания была что? Разрушена, то есть уничтожена практически до нуля, если не до минуса, да? Кордова, Андалусия. Андалусия, которая там, да, там, иншаллах, мы до этого дойдем. Андалусия, которая была, там другой чтения было, Кират Нафи, например, в основном была, она была уничтожена, то есть кроме зданий, стен, мечети, там больше ничего не осталось. И то мечети сделали, 64% мечетей Испании, это бывшие мечети. А церквей, 64% церквей в Испании, это бывшие мечети. Нормальная цифра, да? То есть практически больше половины церквей там это бывшие мечети. И она была... А то, что в Африке племена остались или этот, они читают, конечно, как Мавритания это, но они не играли в истории ислама что? Огромную, так скажем, политическую роль, как Османская империя, да? Как Аббасидская халифат, как османский халифат, как индийские ученые. Поэтому многочисленность все идет в этой стороне. Поэтому так получилось, что мы читаем Коран, большинство ученых читает именно по ихнему направлению, а не из-за того, что оно более правильно. Но все равно мы благодарны вот этим людям, которые мы обращаем внимание на них. Ибн Мас'уд, радийаллаху анху, и мы от него... Первый самый известный его ученик, это был кто? Аль-Кама. Мы с вами Аль-Кама бин Кайс. Мы про него с вами что? На прошлом занятии разобрали. Про Ибн Мас'уда повторять не буду. Потому что есть у нас запись, кому надо повторить, он может зайти на эту запись и заново полностью прослушать про несколько раз, кто был Ибн Мас'уд. Ибн Мас'уд, радийаллаху анху, был из шестой, которым принял ислам по одному из риваяту. Но по-другому, все равно, любой риваят, если даже взять, он в числе двадцатки, которые первые приняли ислам, которые всегда были с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и любой чужой человек, когда приходил, думал, что Ибн Мас'уд, радийаллаху анху, является мин ахлиль байт, является из числа семьи пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть он заходил туда, куда другим нельзя было, он был там, где другим нельзя было, он всегда был с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и Ибн Мас'уд и брал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его туда, куда других не брал. Ибн Мас'уд практически, и он первый, кто прочитал Коран публично, суру Рахман, при Каабе, за который его что? Сильно побили, что он потерял сознание. Это был Ибн Мас'уд. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его похвалил, то, что кто хочет читать Коран, как был ниспослан, пусть читает, как читает это Ибн Мас'уд. Один из его учеников был Аль-Кама ибн Кайс, который участвовал со всеми сахабами, кроме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Начинает от Абу Бакра, начинает от Абу Бакра и Омар, радийаллаху анху. Вместе с ними он в путешествиях был 2 года после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть Абу Бакр всего после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сколько жил? 2,5 года. Практически 2 года он был с ним. И Аль-Кама получил знания от всех сахабов, которые окружали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, после смерти. Просто его один такой, так скажем, минус в кавычках,
это то, что он напрямую не увидел пророка. Хотя бы увидел, все, он был бы сахаба. И это практически то, что он видел, не видел. Для знания ничего такого. Только, может, баракят, может, это то, что статус сахабы. Но по знаниям сахабы, они спрашивали Алькаму. Сахабы, они спрашивали Алькаму во многих вопросах. Алькама, даже когда говорился Алькама, это сика, это точные знания, большие знания, что сахабы сами обращались к Алькаме. Мы еще Шурайха дойдем, который Шурайх, который судил Али ради Аллаху анху. Кстати, нам сейчас судопроизводство будет интересно. Сам судил Али ради Аллаху анху, судился. Он был халифом, халиф приходит к своему судье, и судья решает, выносит решение против халифа, против, где христианин был. Сейчас мы до него дойдем. И другой чтец, который внуки пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Хасан и Хусейн, обучаются у ученика Ибн Масуда. И дойдем до такого, что сами внуки пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Хасан и Хусейн, да, внуки, которые уже росли при пророке, они обучаются Корану у ученика Ибн Масуда. Поэтому то, что не у него, не у Ибн Масуда, потому что он умер в каком году? В 30 году он быстро умер, то есть остались у него ученики, и Хасан и Хусейн, внуки пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они уже взрослые, это не то, что маленькие дети, они уже большие, они, может, где-то под 40, под 50 лет почти, под 40 лет, да, они обучаются у ученика Ибн Масуда. Поэтому то, что мы говорим, если даже уровень ниже, это не означает, что они по знаниям, они где-то ниже находятся. Потому что сами сахабы обучаются у них, внуки пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Коран сдают им, по знаниям они ничем не хуже, чем сахабы. И мы еще одного тоже возьмем, Ибн Шурахбиль, Амир, имам Шааби. Он жил в Куфе, но он относился к хадису. Ибн Умар, сын Ибн Умара, который был молодым и участвовал в некоторых походах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, заходит к этому имаму Шааби и слушает его уроки, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, участвовал в походах. И Ибн Умар, ради Аллаху анху, говорит: я был там на этих походах с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, но я вот этого всего, то, что он рассказывает, я до такой тонкости, я, говорит, не могу вам рассказать. Или я от него узнаю такие тонкости, что я был в этих походах, но такие тонкости, говорит, первый раз слышал. Но они есть. То есть он сам понимал, он хотя там был, но вот эти моменты он пропустил. И вот этот имам Шааби, он, да, конечно, заходите. Буларгатиш, да, Корос. Ага. Имам Шааби так подробно рассказывает походы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что сам участник, который там был, он сам в шоке, или вот такие тонкости, не из-за того, что там что-то нововведение или что-то, нет, что вот такие тонкости они знают. Он говорит: знаете, хотя я там был в этих походах, но этот имам Шааби, вот этот Амир, говорит, знает больше, чем я, в котором я находился. Понятно, да? То есть поэтому по знаниям мы должны вот этих людей хотя бы по 5-6 штук знать. Петра Первого знаем, Ивана Грозного знаем, да, Николая II знаем. Хотя бы вот 5-6 человек знаем в истории России. Но про свою историю обязательно тоже надо знать. И надо лениться, и мы будем постоянно возвращаться этим людям, чтобы прекрасно знали, кто они такие, как они передали и что они из себя представляют. Второй человек по значимости или по списку, который, может, по значимости был другой, валлаху алям, но в списках идет это Аль-Асвад ибн Язид ибн Кайс, племянник Алькамы. Второй человек это Асвад ибн Язид. Да, после Алькамы идет Асвад. Ну, может, из-за того, что племянник, это раз.
Это ученик, получается, Масуда? Это ученик Ибн Масуда, да. Асвад ибн Язид ибн Кайс. Ибн Кайс. Умер он у нас в 75-м уже году, потому что племянник он намного моложе. Алькама у нас когда умер? В 62-м, да? Мы в том уроке писали, 62-й год хиджри. А Асвад ибн Язид ибн Кайс, это 75-й год хиджри, умирает. Вот этот Язид, получается, брат Алькамы. Алькама ибн Кайс, а это Асвад ибн Язид ибн Кайс. Язид и Алькама – это два родных брата. Да. Язид и Алькама – это два родных брата. Язид и Алькама. А его сын, получается, Асвад. Сейчас на русском напишу тоже. Асвад. Сын Язида. Сын Язида. Сын Язида. И сын Кайс. Ибрахим Нахаи. Обратно приходим к Ибрахим Нахаи, да? От них обучался Ибрахим. Мы этого человека тоже наизусть должны знать постоянно. Ибрахим Нахаи. А? Ученик Алькамы. Он племянник со стороны отца. Это уж запоминать может, потом пусть на видео остается. Племянник со стороны отца, а племянник со стороны матери. Племянник со стороны Ибрахим Нахи. Он ученик и Алькамы со стороны отца, племянник. И также он, получается, двоюродную сестру взял в жены. Двоюродную сестру в жены. И ученик и Асвада, Ибрахим Нахи. Это со стороны матери, а это со стороны отца. А? Фигурное катание, так надо говорить. Да, фигурное катание, да? Ученик и Алькама и Асвада. Да. Он ученик, Ибрахим Нахи ученик обоих. Алькамы и Асвада. Асвад. А у вас по договоренности были, что ли, вот эти браки, или они сами выбирали? Двоюродные? Да. Но у арабов есть такая традиция, что своих дочерей, они своих этих далеко не пускают. Это арабская давнешняя традиция, что да, типа того уже знакомят. И с одной стороны это хорошо, но с другой стороны это близкие браки. Они потом, бывают такие больные дети, да? Пророк саллаллаху, потому что это есть табааду тасиху. Отдаляйтесь друг от друга и будьте здоровы. Да, табааду тасиху. Подальше. И когда очень далекие смешения, то есть далекие отношения, то и дети получаются более и красивее, и здоровее, да? Когда вот есть. Понятно, да? Мы должны знать Ибн Масуд, у него Алькама ибн Кайс, один из таких больших ученых, и также его ученик Асвад ибн Язид. У них еще плюс в том, что они оба спокойно заходили к Аише, радийаллаху анха, и вот этот маленький Ибрахим, в то время еще маленький Ибрахим, он постоянно, пока их дяди обучались у Аиши, радийаллаху анха, Ибрахим постоянно там находился. Поэтому, хотя он был маленьким, но его относят к ученикам кого? Нашей матери Аиши, радийаллаху анха. Третье лицо от Ибн Масуда — это Масрук. Это Масрук, один из великих ученых. Его прозвище такое Масрук, Ибн Аджда, Ибн Аджда. Все его спрашивали, а он говорит, никого не спрашивал. Все с ним советовались, но он уже ни с кем не советовался. То есть уровень. И его прозвище, я забыл сказать, Абу Аиша.
Абу Аиш. Ученик Аиша, что ли, получается? Отец Аиши. Отец Аиша. Но отец Аиши, его называли не из-за того, что у него была дочь, а то, что Аиша, наша мать, когда он был маленький, ну, обучался у нее, он сказал: ты мой сын. Она выбрала его и сказала: ты положение моего сына. Положение. Из-за этого то, что Аиша, ради Аллаху анха, жена пророка, саллаллаху алейхи, наша мать, выбрала его как своего сына и сказала: как ты для меня как положение моего сына, то его прозвище начали называть Абу Аиша, отец Аиши. То есть, почему она выбрала? Она увидела в нем очень большие возможности и учения. Она сказала: ты самый мой любимчик. Ты самый мой любимчик. Это ее слова принадлежит Аише. Ты один из моих сыновей, и ты мой самый любимчик. Из-за этого поэтому начали его начали называть Абу Аиша. Почему он был не Ибн? Хотя Ибн Аиша надо было, да. Да, но Ибн Аиша потом нарушение как бы идет. Можно спутаться. А Абу Аиша это же как только прозвище, а Ибн это уже отношения уже идет, да. Родственные отношения. Масрук очень много получал знаний Аиша от Аиши, ради Аллаху анха, и в основном он носитель знаний Аиши был. Также участвовал в Кадисие. Что такое Кадисия? Это Кадисия, когда при Омар ибн Хаттаб, Персидская империя, самое основное сражение проиграла. Кадисия. Все, после этого уже Персидская империя больше не восстановилась. То есть, как империя перестала существовать, уже стала как Иран, как мы для нас призвана исламская уже республика. После этого уже все, ислам. Там понятно, что исламская республика сейчас, а раньше это было внутри исламского халифата уже. Да. Запоминали или записывали вот это все за Аишей, например, ради Аллаха? Они запоминали и записывали, да? Они запоминали, кто как мог. Масрук. И это у нас получается, первое, это один из самых основных его учеников, это Алькама и Асвад ибн Язид. Масрук, который тоже был одним из великих ученых, который Аиша, ради Аллаху анха, выбрала и сказала, что ты мой самый любимый сын. И четвертый, один из тоже знатных или значимых личностей этой школы, это Шурайх. Кады Шурайх. Кады Шурайх. Кады Шурайх. Он тоже относится к Ибн Масуду. Его ученик. Это не означает, что он только у него. Просто они относились, да, к нему. Основным был учеником он. Но до этого, до Ибн Масуда или после Ибн Масуда, например, до Ибн Масуда Алькама, он брал знания у Абу Бакра, Омара. После них уже потом Ибн Масуда. Но потом уже взял основные знания у него и относил себя к нему. Масрук, например, тоже сначала в детстве он был в Медине, у Аиши, ради Аллаху анха, брал знания, а потом уже, когда переселились в Куфу, брал у него, у Ибн Масуда, ради Аллаху. Кады Шурайх, один из великих судей в исламе, который тоже мы должны знать, так же, как и, не знаю даже кого, чтобы нету приводить пример, чтобы сказать, что как кады. К сожалению, мы их не знаем, других знаем. Кады Шурайх проработал 60 лет судьей. Был 60 лет судьей. 60 лет. Умер в 108. Умер в 108 году хиджри. Извиняюсь, не хиджри, а 108, ему было 108 лет.
извиняюсь. Умер ему 108 лет. 60 лет, он 107 лет, от 47 до 107 лет он был 60 лет судьей. 47. От 47. 47 лет он стал судьей. 40 лет, так что еще есть возможность, а? 47 лет он стал судьей и 107 до 107 лет. Он потом его сняли с должности, и он уже потом умер. Он сам себя снял во время Хаджадж Юсуфа. Он сам себя снял. Был Хаджадж такой очень полководец Хаджадж Юсуф Сакафи. Очень жестокий. Убил несколько сахабов. Убил такого ученого, как Саид ибн Джубайр, Урват ибн Зубайр. То есть Хаджадж Юсуф Сакафи очень много навредил, так скажем, ученым ислама. И после него, который пришел Умар ибн Абдул-Азиз, ради Аллаху анху, пятый халиф, сказал, если даже, говорит, грехи Хаджадж Юсуфа Сакафи разделить на всех нас, на весь род Бану Умайя, это достаточно было бы, чтобы всех нас наказать. То есть всем бы досталось. Но несмотря на это, Хаджадж Юсуф Сакафи это тот человек, который уже хотел что? Захватить Китай. То есть у него смелости хватило, и он сказал: Аллахи, я буду топтать землю Китая. Когда услышал император Китая об этом, он собрал огромные повозки с землей Китая, ему расстелили в пустыне землю Китая. Если он сказал Аллахи, значит он у нас здесь будет, говорит. Тогда ему говорят: сделайте в пустыне, расстелите землю Китая, пусть, говорит, топчет там. Да, чтобы не дошел до сюда, да. То есть серьезная личность такая была. И у него были, конечно, и положительные стороны, но очень много вот этих. Очень. А? Огласовки появились. Да, огласовки тоже, да. Вспыльчивый такой тоже, даже этот. Из-за этого, что ли? Да, это. Но пока про него Хаджадж Юсуф Сакафи мы не будем. То есть, но Шурайх при нем снял себе эту должность, 107 лет, и через год один умер. Получается, 47 лет становится калды. Он, получается, жил при пророке, саллаллаху алейхи салям. Но увидеть пророк, саллаллаху алейхи салям, у него не получилось, потому что он жил в Йемене и принял ислам. Когда Али, ради Аллаху анху, пророк, саллаллаху алейхи салям, отправляет его в виде дагватчика в Йемен. Али, ради Аллаху анху, когда приехал в Йемен, Шурайх принял, будучи уже взрослым, серьезным мужчиной, принимает ислам у Али, ради Аллаху. То одни положения, то другие положения. Вот каждый раз, когда он хотел от пророка, саллаллаху алейхи салям, поехать, увидеться, у него не получилось. Не получилось. И тогда уже, когда услышал уже о смерти пророка, саллаллаху алейхи салям, уже он потом переехал из Йемена в, вот не помню, сразу в Куфу или в Медину. Он сначала переехал, потом обосновался в Куфе. И обучался у Ибн Масуда, ради Аллаху. Он стал кадыем. И когда Али, ради Аллаху анху, жил в Куфе, у него, некоторые говорят, своровали, но, скорее всего, более вероятная версия, то, что у него упала с лошади его кольчуга, вот эта, которую одевают, кольчуга. И этот кольчугу подобрал один христианин. В другом риваяте есть, что еврей, но христианин больше. И Али, ради Аллаху анху, когда пошел на базар покупать, потерял кольчугу, видит, его же кольчуга продается. Он говорит: моя кольчуга. Вернее, говорит: нет, это не твоя. И они обратились к судье. Халиф Али, на то время он уже был халиф, обращается к судье и сидит
судья, Али, правитель, и христианин. Али говорит, ради Аллаху, это моя ключевая. Шурай говорит, приведи свидетелей. Говорит, мои сыновья, Хасан и Хусейн, то есть внуки пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они говорят свидетели. Они говорят, не годятся быть свидетелем, потому что кто? Родственные, да, они твои сыновья, заинтересованное лицо. И Али, ради Аллаху анху, не то что обиделся, а начал с ним спорить. Ты как можешь, говорит, отвергать свидетельство внуков пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые уже при жизни, им сказано, что они из людей рая. Они уже, им обещан рай. Все, то есть они не обманут. Они, если обманут, они уже, что? Не в раю. Шурай сказал, то, что касается рая, это, говорит, касается будущей жизни. А мы разбираемся пока еще в этой жизни. Он не стал связывать доказательства будущей жизни с доказательствами этой жизни. То, что касается, говорит, ахират, это, иншаллах, рай обещан, значит, им будет рай, это в ахирате. Но пока мы, говорит, в этой жизни разбираемся. И Али, ради Аллаху анху, никак не смог, так скажем, своими доказательствами выиграть суд. Шурай назначает эту кольчугу христианину. И христианин, увидев, что сам халиф спорит со своим же судьей, которого сам же и поставил, да, сам же его назначил, спорит со своим судьей и говорит, «Валлахи, инна хада дин аль-хак». Я клянусь Аллахом, это религия правды. То есть правдивая религия. То, что сам правитель ругается со своим же судьей, и в конечном счете я христианин, да, получается, я христианин, выиграю суд. И все. Да, я говорю, все, кольчугу тебе отдаю. Это, да, я признаю, что кольчуга твоя выпала из твоего коня во время какого-то сражения, и я ее подобрал, говорит. И говорит, ля иляхаилляллах, принимаю ислам. Али, ради Аллаху, говорит, если ты принял ислам, ты мой брат, возьми меня в подарок в день твоего принятия ислама, говорит, от меня будет тебе подарок, вот эта кольчуга, которая тебе нравится. Все. Вот так и суд закончился между... Да? Один раз Шурайх был, чем-то напоминал, он кого? Омара. То есть через Ибн Масуда он получает четкие, жесткие, не проломишь ты его. Вот этого чуткость Омара, ради Аллаху анху, передается к Шурайху. Даже имам Шааби, про которого говорил, что как Ибн Умар хвалил же, говорит, я сам там участвовал, но вот эти тонкости я не знаю, что там были, говорит, да, в этом походе. Имам Шааби как один раз пришел к этому Шурайху, ради Аллаху анху, и при нем женщина плачет, вообще, женщина плачет, и имам Шааби говорит, если уже она плачет, значит она правду говорит. То есть слезы, если говорят, текут так сильно, значит она правду говорит. И Шурайх, ради Аллаху анху, говорит, нет, говорит, у братьев Юсуф, алейхиссалям, тоже, говорит, слезы текли, когда они его выкинули в колодец. Они же ваджау абахум айшаан ябкун. Они пришли все в слезах, и как они плакали своему отцу Якубу, алейхиссалям, но они что? Они обманули. Поэтому, говорит, и все. Вот через Далиль, через Коран Шурайх победил кого? Одного из самых знатных людей, имама Шааби. Поэтому иногда есть просто знание, да, вот, есть знание. А есть иногда, вот, он что, этот аят не знал, имам Шааби? Этот аят не читал? Но вот этот аят применять в нужное время и в нужном месте точку, вот это и называется врач. Да? А что, имам Шааби первый раз этот аят читает? Не слышал? Нет, конечно, слышал. Но он не может это применить, вот это лекарство, да, именно в этот момент. И вот эти кады, или, так скажем, факихи, которые точно вот эти в нужное время, в нужном месте, нужный аят или нужный хадис
использовали вот эти ученые, шейхи или же муджтахиды. Вот один из учеников Ибн Масуда, ради Аллаху анху, это был имам Кады аш-Шурайх. Так, еще раз повтор, потом придется все стирать. Это фигурное катание, да? Ибн Масуд, ради Аллаху анху, который по своим знаниям и натуре основал школу мадраса. После него, это не означает, что эти только 5-6 учеников. У него были там сотни, десятки очень известных, сотни, которые не такие уже, может, большие, не такие, не всем удалось по 60 лет быть судьей, да? Но все равно, как Абу Дарда, например, в Шаме каждый год выпускал по 2000 хафизов. Каждый год, да, по 2000 хафизов выходило. Каждый год. Это в Шаме. Я так для примера. Поэтому посчитать, сколько у них было вообще учеников, там очень большие списки, и мы потеряемся, и все это не запомним. И хотя бы нам для начала, для нашей практики, знать вот 5-6 имен. Все, это уже какая-то будет опора. У Ибн Масуда, ради Аллаху анху, один из самых, на первом месте идет Алькама, которого сахабы, ради Аллаху анху, часто спрашивали о знаниях. Один из великих ученых, Алькама. Также его племянник Асвад ибн Язид. Асвад ибн Язид, у которых у обоих сторон потом Ибрахим Нахи. Тоже племянник, потом это уже другое поколение. Ибрахим ан-Нахи. Которого спрашивали, что Ибрахим Нахи был самый знатный человек вообще в исламском мире считался. Один из версий. Каждый ученик считал, что нету выше его учителя. Поэтому, когда мы будем говорить другого ученого, его ученик думал, что он самый знатный. Поэтому, Аллаху алям, кто из них больше знал. Алькама, Асвад, Масрук, любимчик Аиши, ради Аллаху анха, любимый сын, и который очень... Поэтому даже Шурайх, Кады Шурайх, советовался с Масруком, но Масрук с ним не советовался. Понятно? Масрук был такого уровня, что Шурайх с ним советовался, но он с ним, говорит, не советовался. Но Шурайх судил кого? Судил зятя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Али против христианина. И имам Шааби, про которого считали, что он самый знатный, но на простой вещи, когда женщина плачет, на простой вещи Шурайх его поправляет, говорит, ты не прав. Видите, как эти ученые, они друг друга как? Дополняют. Они, Аллах Субхану ва Тааля, в каком-то месте этому дает, в другом месте другому дает. Поэтому в любом из них есть баракат, любого из них взять за пример или любого держаться, это уже ты на истинном пути. Да, может, ты не получишь 2 аджра, но 1 все равно ты получишь. Иншаллах, да? Шурайх и Алькам. Так, у нас бы еще одно место бы нам только, чтобы это все не потерять. Давайте я вот эту школу мадресе, хадис сотру вот так. А то нам этот. Один из известных, который Абу Абдуррахман ас-Сулами. Я бы не сказал, что он 5-й, надо было его, наверное, вообще 3-м поставить. Абу Абдуррахман ас-Сулами. Это ученик Ибн Масуда. Да. Пока мы только Ибн Масуда будем сегодня говорить. Абу Абдуррахман ас-Сулами.
Абу Абдурахман ас-Сулами. Абдурахман учитель. Абу Абдурахман ас-Сулами. Абдурахман ас-Сулами. Сулами. А то некоторые читают как Салами. Салами. А это Сулами. Он учитель. Умер в 1974 году. Вот эти цифры, конечно, они забудутся. Я их сам тоже забываю. Так что нормально все. У кого-то на цифры очень хорошая память. Может, да. Некоторые у меня есть друг, который вообще нет у него записи в телефоне. Он только по цифрам. Он, если надо набирать, он сам набирает цифры. И видит, он уже знает, кто ему звонит. Но у него только память на цифры. Он только по цифрам определяет. Кто звонит, он не записывает. Он телефонные номера, все помнит, кто ему звонит. На цифры вообще память идеальная. У него нет телефонной книжки. Вот удобно. Цифры одни и все. Абу Абдурахман ас-Сулами. Он учитель Асим. Он учитель Асима. Ибн Абн-Нуджуд. Абн-Нуджуд. Учитель. Вот здесь напишите. Ученик можно, ученик, за что понятно было. Его ученик Он учитель. Он учитель Асима. Может, да. массовый ученик, а запутаемся. Да? Вот так написать? Мы пишем Асима это ученик тогда получается, да? Ученик Абу Абдурахман ас-Сулами. Сама его ученица. Да. Кираату Хафсан Асим. Вам дает что-то знать? Коран. А? Хафсан Асим. Это весь Коран, который мы держим. Вот это весь Коран, который у нас на руках. Это чтение вот этого Асима. Поэтому везде, хоть в любой мечети, хоть в Медине, берете Коран, чтение Кираат Асима. Вот это его чтение, просто он напечатан где? Хоть в Медине, он напечатан на бумаге. Как правильно Асим. Нет, как охарактеризовать правильно? Чтец шейх аль-Кура Священник Курана, что такое? не стиль, а Создатель? Передатчик. Нет, он не создатель, Ну, он передатчик. Да. Нет? Он передатчик Корана, его вариант чтения. Вариант. Основной стиль Корана создал. Так? Он не создал, он передал. Ну, да, как это характеризуешь? Как? Бикарааты, его чтение Хамзы. Да. Основной ученик Корана? Создал основной ученик Корана, что ли? Чтец. Передатчик. Давайте на следующий урок подумаем. Посмотрим, как его охарактеризовать. Абу-Нуджуд, да? Абу-Нуджуд. Абу-Нуджуд. Нуджуд, да. Абу-Нуджуд. Поэтому весь Коран, который мы везде у нас в телефонах, везде, это чтение Асима, Хафсан Асим, который передает от Абдурахмана Сулами. Абдурахмана Сулами от кого? От Ибн Масуда. От Ибн Масуда. А Ибн Масуд от кого? От пророка, саллаллаху алейхи салям. Абдурахман Сулами, ему сдавали кто? Хасан и Хусейн читали Коран ему, сдавали Коран. Внуки пророка, саллаллаху алейхи салям, обучались и брали правильное чтение у Абу Абдурахман ас-Сулами, хотя он не сахаба. Абу Абдурахман ас-Сулами это такой сахабы ученик Ибн Масуда, что у него обучается и его чтение берут Хасан и Хусейн, внуки пророка, хотя они росли рядом с пророком, саллаллаху алейхи салям.
А? Ну они, да, были маленькими, да, то есть при даже 10 лет не было, да, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям умер. Они же сахабы же были. А? Они же тоже сахабы. Они сахабы. Они сахабы. Они же что, прыгали и скакали на пророка саллаллаху алейхи вассалям, да, во время намаза. Получается, он учитель кого? Хасан и Хусейна. И также учитель Асима. Поэтому что? Однокурсники с внуками. Это Асим, умер в 120 году по хиджре, но он одноклассник внуков пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому то чтение Корана, которое мы берем, практически, это нельзя сказать, что он когда-то был записан или когда-то был прочтен. Нет, он был же прочтен с внуками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Рядом с ним. Асим ибн Абу Нуджуд, да, Абдурахман Сулами, Коран, который идет наше чтение, это по его варианту, по его передаче. Это не то, что вариант, а вариант чтения. Ровесник внуков был, Да? Ровесник внуков был. Асим не ровесник, он попозже. Он и в 120 году только по хиджре, но они все карии. Или вот эти передатчики, они все, Аллах Субхану ва Тааля им даровал долгую жизнь. Если все 10 караатов мы если отдельно вот так будем разбирать, как можно при желании разобрать. 10 караатов как пришли, они все жили около 100 лет. 100 или более или менее. Где-то кто-то 98, где-то кто-то 110. А Зур ибн Хубай сейчас вообще 122 года жил. Он еще старше, чем Умар ибн аль-Хаттаб. Старше. Но он идет намного позже, чем другие, даже табиин. Сейчас, иншаллах, возьмем, да? За счет чего такой долголетие? Долголетие за счет чего такое? Аллах Субхану ва Тааля вот так даровал им такое. Все 10 чтецов, там, кроме 2, по-моему, или 3, они все около 100 лет жили. Вот так, поэтому оставили после себя очень много таких учеников. Он обучал в мечети Куфы, обучал Корану 40 лет. Обучал только в основном Корану 40 лет. А вообще во времена пророка какой примерно возраст в среднем был? Ну, то есть насколько это было характерно доживать до 100, до 110 лет? Или Ну, все-таки вот именно это больше как исключение. Больше как исключение. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже же, его сахабы в основном умирали 60, 70, 80, да? Ну, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что после меня будет жить, в основном будет моего возраста. И Абу Бакр, ради Аллаху анху, тоже в 63 умер. Да? То есть некоторые сахабы тоже, внуки пророка, саллаллаху алейхи вассалям, даже до 60 не дошли. Умар ибн аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан, его зять, до 80 дошел, да? Али, ради Аллаху анху, ему даже 60 не было. Поэтому где-то вот так. А среди сахабов Анас ибн Малик, который мы знаем, да, он уже свыше 100 лет прожил. Да. Ибн Василя, например, да, то есть Абу Туфаиль ибн Василя, он тоже долго прожил. Редко кто прожил 100 или больше. Но карии, передатчики Корана, они жили много. Ибрахим Нахаи, если Асим передает от Абдурахман ибн Сулями тот Коран, который мы с вами читаем, Ибрахим Нахаи тоже от него получает Коран. И 4 варианта чтения Ибрахим Нахаи тоже передает. Один из вариантов чтения от него. Я просто не буду сейчас с вами путать разновидности чтения. Хамза или Касаи. Вот это просто лишние имена, которые вас просто запутают. Разные виды чтения. Но это не означает, что этот человек только один вариант читал. Они все 10 караатов знали. Они все чтецы, все 10 караатов знали
как мы свои 5 пальцев считаем, когда надо. Они все просто передатчик хадисов, которые от Ибн Масуда, насколько я знаю, 4 варианта, хотя он 10 вариантов читал, но 4 варианта от него тоже идут. 4 варианта. Поэтому то, что это не означает, что Коран, когда передается, только вот ихний путь. Один, другой сахаба передал, 2, третий сахаба, 3, нет. Они читали все кирааты обязательно. Просто вот этот вариант, который нам остался, вот это чтение, потом, это уже один из вариантов, который они уже преподавали или только делали акцент. А Ибрахим чей ученик? Ибрахим? Вот сейчас мы смотрим. Ибрахим, получается, берет от всех. И от Алькамы, и Асват ибн Язида, и от Масруха, и от Абдурахман ас-Сулями. В принципе, Ибрахим также от всех берет. И от Шурейха тоже. Ибрахим Нахи, в принципе, от всех знаний берет. Также Абдурахман Сулями один из известных мухаддисов. А это тоже отдельная наука, которой занимается кто? Хадисоведы. Это имам Бухари, имам Муслим. Они этого человека тоже считают как своего передатчика хадиса, или на которого будут идти ихние цепочки. И, наверное, одного еще возьмем. Мне кажется, этого пока, двух еще. Двух пока возьмем. От Ибн Масуда, потому что без него никак. Это Зур ибн Хубайш. Зур ибн Хубайш. Вот его тоже очень надо знать. Жил 122 года. В Куфе. Это все мы пока и разбираем только куфийских ученых. Это не означает, что они всю жизнь прожили там. Зур ибн Хубайш, он вообще родился и жил еще во время джахилии, когда даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не был пророком. Горцы, что ли, они какие-то? Почему у них так? Они не горцы, они жили в пустыне, там в Йемене, он сам йеменец, сам из Йемена. Не бедуины. Нет. Просто у них не получилось встретиться с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рос, и он рос. Он на 12 лет младше пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Зур ибн Хубайш, хотя умер у нас в 81 году по хиджре, 81 год по хиджре, да? А Умар ибн аль-Хаттаб когда умирает? По хиджре. Считаем быстро. Абу Бакр 2,5, Умар 10, 12 прибавляем к по хиджре 10. Получается какой? Да, 22 или 23 год по хиджре. Умар ибн аль-Хаттаб умирает 22 год по хиджре. Зур ибн Хубайш умирает через 60 лет. Но Зур ибн Хубайш на 1 год старше, чем Умар, радийаллаху ан. Понятно? А с Умаром да? встречались? А? С Умаром, да. Они встречались, да. У него не получилось увидеться пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умирает. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умирает, когда ему было сколько? По хиджре 50. Если так посчитать. 81-го убираем 10-й год, да? По хиджре. Он 71 год еще живет. Сколько? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, 10-й год хиджры умирает. Минус 10, 71 год живет еще после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это кто? Зур ибн Хубайш. При пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, получается, сколько он живет? 122 минус 71. 51 год, да? А ислам принимает он когда получается? Сейчас. 51 год живет при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям.
Но его возможности при пророке саллаллаху не... На 12 лет младший пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всего лишь. На 12 лет, как я говорил, на 12 лет младший пророк, саллаллаху алейхи вассалям, получается он, когда пророку, саллаллаху алейхи вассалям, 40 лет приходит пророчество, ему было уже 28 лет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 40, ему 28. И он живет практически 23 года, не увидев пророка, саллаллаху алейхи вассалям, принимает ислам, во время Усмана ибн Аффан, когда становится халифом, приезжает в Медину, но потом уже переезжает в Куфу и становится учеником Ибн Масуда до такой степени, что Ибн Масуд, радийаллаху анху, советуется с ним по арабскому языку. Он был прекрасным знатоком арабского языка, что Ибн Масуд сам обучается у него арабскому языку, красноречию и арабскому языку. Потому что имам Ша'би, один из тоже великих ученых ислама, знал столько стихов, что если я начну вам рассказывать стихи, я могу целый месяц рассказывать вам стихи без остановки. И не повторяя. Это представляете, какой мозг, какая база данных, что, да, что месяц спокойно может рассказывать стихи. Это же столько надо запомнить. Это помимо хадисов и Корана, а мы говорим, это Коран. До такой степени память четкая, что столько знали стихов, что от него говорят, если я начну сегодня, я не закончу даже через месяц, не повторяясь про стихи. Имам Ша'би. Да? Поэтому Зур ибн Хубайш, один из великих ученых и учеников Ибн Масуда, что Ибн Масуд, радийаллаху анху, сам обучается у него тонкостям арабского языка и спрашивал. И Асим, который берет Коран от Абу Абдурахман ас-Сулями, также берет Коран от Зур ибн Хубайш. Вот этот Асим, который мы читаем Коран по его риваяту, у него в основном было два учителя. Основные, то есть это много, конечно, но Абу Абдурахман Сулями и Зур ибн Хубайш. Он также передача хадисов. И Асим говорил, что самый лучший чтец, который я видел, это был Зур ибн Хубайш. Асим говорит, самый знающий. Не запутались? Хватит? Это же лучше был, чем Ибн Масуд. Нет, он не лучше Ибн Масуд. Но имеется в виду среди его учеников или среди всех, которые он... Самый лучший имеется в виду, самый больше всех читал и больше передавал. Акра ан-нас. Абу Абдурахман ас-Сулями, он обучался у таких сахабов, как Усман ибн Аффан, Узайд ибн Thабит, Убай ибн Кааб. То есть, в основном, когда мы говорим про него, мы берем тех сахабов, которым обучался он. Но таких жизненных историй, как, например, сказы им произошло, да, вот что-то интересное такое, да, такого не приводится. Они, когда говорится про таких передатчиков, больше интересует что? От кого они взяли? От кого они взяли? То есть, кто их учителя? Это был Зайд ибн Thабит, Убай ибн Кааб, Усман ибн Аффан. Поэтому Усман ибн Аффан, я вот сейчас вспомнил про себя. Усман ибн Аффан. Я когда иджазу получал, вот этот, хотя вообще по натуре, когда иджазу получаешь, ты должен знать всю свою цепочку, как свою родословную, от такого, всех своих учителей до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ты должен знать. Но нас этому не заставляли, если не просили, значит. У нас же татар есть, качет магазинный кашемысы. Не просит, значит, не надо. Вот. И когда я вспомнил, сейчас я вам покажу, как-нибудь на урок,
иджазу вот такой дается бумажка. И когда дошел, вот сейчас я вспомнил это свое свидетельство, Абу Абдурахман Сулями от Усмана ибн Аффана, от Ибн Масуда, от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Да, насчет иджаза. Вот. От Усмана ибн Аффан, вот где Усман ибн Аффан мне пригодился, потому что я помню, что Абдурахман Сулями от Усмана ибн Аффана, от Ибн Масуда, от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому Ибрахим Нахаи, да, Ибрахим Нахаи, у него ученик кто? После Ибрахима Нахаи, когда умер, и сказали, что на земле уже не осталось такого ученого. То есть он был самый знающий человек на земле, и когда он умер, сказали, что в Куфе остался кто? Хаммад ибн Сулейман. Хаммад ибн Сулейман. Сулейман, мы, иншаллах, до этого тоже дойдем. Сулейман, это был ученик Абу Ханиф. Учитель Абу Ханиф. Абу Ханиф. Хаммад ибн Сулейман. Абу Ханифа сколько лет находился с ним? 40 лет, да? Абу Ханифа постоянно находился с ним. 18, я помню, что это 18 лет. Хаммад ибн Сулейман. Вот эта цепочка Ибн Масуд. Вот его ученики. От них берет Ибрахим ан-Нахаи. Ибрахим Нахаи берет от него знание Хаммад ибн Сулейман. Но Хаммад ибн Сулейман также берет знание. Также берет не только от Ибрахим Нахаи. Также берет от имама Шаби. Также. И также от других. Хасан аль-Басри. Да? И от других. И Абу Ханифа смотрим. Сейчас смотрим как в цепочку. Да? Раз, считали, да? 2, 3, 4. Абу Ханифа в этой очереди какой? Пятый. Имам Шаби, Амир Шаби, да? Он получил знания от 500 сахабов, поэтому перечислять смысла, наверное, нет, да? Нет, давай. Нет. Начали, так давай. Ага, начали. Имам Шаби, он родился в тот же год, как и Хасан аль-Басри. Иншаллах, когда насчет Басри начнем, тот же год, что Хасан аль-Басри. Поэтому они 21 года рождения. Кто 21 года рождения, что Хасан аль-Басри, что Хасан аль-Басри, они тоже одинакового года рождения. Кто 21 года рождения, они приблизительно видели 500 сахабов. В 32 году кто родился, например, после 30-х годов, как Мухаммад ибн Сирин, который мы взяли, они увидели уже всего лишь 30 или 40. Разница за 10 лет, чувствуете, да? 10 лет как. Имам Шаби, про которого Ибн Умар сам сказал, что этот человек рассказывает, говорит, походы пророка саллаллаху алейхи вассалям так, что я сам там участвовал, но, говорит, я не знаю такие тонкости, которые он знает, и сам сидел на его уроках. Ибн Умар, который был рядом с пророком саллаллаху алейхи вассалям, ходил на уроки имаму Шаби. Хотя Ибн Умар считался кто? Основатель кого? Мадресе хадиса Медины. Ибн Умар, как Ибн Масуд, этот основал что? Школу Рай. Его ученик преподает, что основатель Ибн Умар, радиаллаху анху, который основал Мадресе хадиса в Медине, он идет на уроки ученику Ибн Масуда. Иногда вот так мозг взрывается просто, как все это сплетено. Что я хотел сказать? Абу Ханифа берет знания у этого имама Шаби. Потому что он умер в 100-м году только. А Абу Ханифа было на то время уже 20 лет. Самый короткий путь вот этот, можно было вот так пройти, пророк саллаллаху алейхи вассалям, путь. А некоторые моменты Абу Ханифа брал прямо
у имама? Вот так, да? Если так будет. Но Ибрахим Нахи, может, Аиша ради Аллаху анха, он же обучался у нее, хотя был маленький. Поэтому можно как бы перескочить эти. Ибрахим Нахи можно считать третьим. Да? Вот так. Все равно Абу Ханифа здесь четвертым получается, да? Он же здесь на один должен меньше быть. Если сразу мы один убираем, на Ибн Масуда, если. Понятно, да? Вот как имам Шааби, Абу Ханифа у него тоже обучался. Поэтому вот эти цепочки, как сахабы, после сахабов табиины брали, был короткий путь. Еще короче есть у Абу Ханифы? Есть кто? Анас ибн Малик, да. В хаджа видел. Но этот риваят, он слабый. Это риваят. Есть короче путь. Если имам Шааби брал у сахабов, тогда он кто? Сахабы, так скажем, один. Имам Шааби второй. Правильно? Имам Шааби второй. Абу Ханифа здесь получается не пятый, а какой? Третий. Он уже третий. Если верить тому риваяту, что в хаджа, когда Абу Ханифа было 6 лет, и он хаджа видел Анас ибн Малик и взял от него хадис, Анас ибн Малик, то Абу Ханифа уже какой будет? Уже второй. Вторая линия. Вот не точно. Но это не точно. А имам Шааби был учеником? Имам Шааби был учеником Ибн Масуда. Тоже был, да? Да. Но имам Шааби, я еще раз повторяюсь, брал знания у кого? У 500 сахабов. Встретился, вернее, знания видел 500 сахабов, так же, как и Хасан аль-Басри. Хасан аль-Басри мы отдельно разберем. Хасан аль-Басри родился в доме жены пророка, саллаллаху алейхи Умму Салама. И мать Хайра была служанкой жены пророка, саллаллаху алейхи. И когда она уходила по делам, по хозяйственным делам, Хасан аль-Басри плакал. И Умму Салама давала ему грудь, чтобы успокоить его. И в это время у нее пошло молоко. И она накормила его молоком. И говорят, что когда Хасан аль-Басри читал Коран, слышали, что как будто пророк, саллаллаху алейхи, читает Коран. Его чтение, его голос был похож на голос пророка, саллаллаху алейхи. Хасан аль-Басри. Его отец, его мать была служанкой жены пророка, саллаллаху, а его отец был слугой Зайд ибн Сабита. Зайд ибн Сабит — это тот человек, который что? Собрал Коран после смерти пророка, саллаллаху алейхи. И они потом переехали в Басру, и он там уже в Басре стал одним из самых великих ученых. Вот так забежал вперед чуть-чуть Басру, потому что мы в Басре долго задерживаться не будет, там остановка будет маленькая. Нас интересует в основном это Куфа, который мы сейчас разбираем. Куфа почему? Потому что мы в основном наши края, или вот эта сторона, Османская империя, Османский халифат, вернее, там индийский халифат, аббасидский, булгарский, они все связаны с этой мадрасой, мадраса Тур-Рай. Это как бы мы живем этим. Потому что мединские, оно нафия, кираату нафия, они будут уходить в Африку, в Японию уходит в Африку, в Андалусию, и оно уходит по ту сторону Египта. А вот это наша страна, это мадраса Тур-Рай. Вот этого сейчас мы с вами... А как в этой цепочке Хасан аль-Басри фигурирует? У него отличие тем, что он не куфийский. Он не куфийский, он не относится к Куфе. Поэтому мы его пока в эту цепочку... Хотя он тоже видел 500 сахабов. Родился в доме жены пророка, саллаллаху алейхи, Умму Салама. Обучался у многих сахабов, как Аиша ради Аллаху анха и других много сахабов. Но просто он обосновал басрийскую школу. Школа Басры, как Мухаммад ибн Сирин.
или Хасан аль-Басри, они не относятся к куфийской. Поэтому пока мы их не трогаем. Хотя в этой цепочке всех же тех, которые мы сейчас здесь, кого показываем, они со всеми тоже виделись. Но также школа Раги, да? Но тоже также Раги. Но басрийская школа, она объединяющая. Как, например, мекканская школа или басрийская школа, она между как-то. Нам два столба надо разобрать. Мединская и куфийская. А потом уже будем разбирать. Басрийская, она объединяет. Она и там, и там. Шамийская тоже. Мекканская тоже. Ну, главное вот эти два основных направления разобрать. Те, хоть Басру взять, хоть Мекку, хоть Йемен, хоть Египет, хоть Шам, они не дали, так скажем, такого большого потока. Это здесь куфийская и мединская, это два огромных, так скажем, две реки, которые огромные, а остальные уже как притоки только идут. И вот нам это здесь понять, разобрать именно куфийскую и мединскую, иншаллах. Школа Ибн Масуда и школа Ибн Умар. Так, чтобы все это нам запомнилось еще раз. А средняя численность городов сколько примерно была в то время, чтобы понять масштабы? Что-то так все переплетено, и непонятно, сколько человек участвовало во всем. Вот насчет численности, географии у меня туговато на то. Нет, я в том смысле населения там определенно... Там, наверное, скорее всего, у них у самого данных нет. Аллаху алям. Большие города были или... Если бы я вам такие цифры мог назвать, я бы, наверное, меня уже Шабит, не Абу-Бекеров был, а Шабиев был какой-нибудь. Потому что вот я иногда копаюсь в некоторых информациях, я не могу найти их. Так переплетено непонятно, среди какого количества людей это все происходило. В интернете на прямом примере. Ну да, просто посмотреть надо, как что. Вроде средние крупные города, такие среднего размера, были около 45-50 тысяч. Это тоже немало. В войнах даже и разногласия есть, когда вот, например, войска были, например, по две стороны, по 70 тысяч было, например, когда участвовали Муавия, радиаллаху анху, с Али. Это только войска еще. Это только войска, да. Плюс гражданское население еще надо. Но там же в основном были мелкие поселения же были. Люди же в основном не жили в таких городских условиях, где канализация, электричество и все такое. То есть надо было все-таки корову содержать, это надо содержать. Это. У них все равно не такие большие города. Вот Багдад, который разрушили татаро-монголы, это уже было около 1 миллиона человек. Вот такие цифры уже, то есть, где-то выходят. Но при желании можно посмотреть население Медины, население Куфы. Иншаллах. Чтобы опять все это повторить, иншаллах, сейчас хочу почему еще раз вернуться. Потому что, чтобы и самому запомнить, и чтобы у нас осталось в памяти. Ибн Масуд, радиаллаху анху, основатель вот этой школы мнения. Но он сам не специально это все основал, вот и будет у меня направление. Ну, так получилось. Просто он свою позицию, свое видение в исламе, хадисы, свое чтение Корана, которое он получил от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, передал это все, как он получил от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в таком виде он передает своим ученикам. Но он передает в виде мышления и мнения. То есть он не останавливается только на буквальном содержании хадисов или Корана, где нету нас или где-то нету каких-то, так скажем, прямых далилев, прямых доказательств на какое-то новое явление, он старается ответить на этот вопрос. Через кияс, через похожие ситуации. Или он считает, что именно там нельзя. Или он считает, что это можно. То есть вот понятие считает, мышление, размышление, это все Ибн Масуд свою позицию, школу мнения передает многим своим ученикам. Мы сейчас из этих учеников, из сотни его учеников, которые у него брали знания, сахабов или же табиинов,
называем несколько его основных учеников, которые имеют огромное положение среди мусульманского населения, неважно, он из Медины, там, из Мекки, или из Шама, или из Басры, они друг о друге слышали. Мы знаем, что там такой-то, мы знаем, что там такой-то. Здесь уже территориальная, так скажем, значимость нет. Поэтому некоторые мединцы могли брать отсюда, некоторые, наоборот, здесь не могут брать. Например, Зур ибн Хубайш, он сначала в Медине, во времена Усмана ибн Аффана жил в Медине, потом приехал в Медину, то есть потом уехал в Куфу. Поэтому нельзя только то, что они вот приехали в один город и только там получали знания. Нет, они и там были, но в основном себя приписывают или относят себя к этой школе. Ибн Масуд, ради Аллаху анху, самый первый, это Алькама ибн Кайс, один из самых его известных учеников, к которому обращались сахабы, ради Аллаху анху, с вопросами, и он считался одним из самых его знатных и знающих учеников. Также его племянник Асвад ибн Язид ан-Нахи. Это Алькама ибн Кайс ан-Нахи тоже. Ихний племянник Ибрахим Нахи, один из потом великих ученых, становится Куфы, и вообще не только Куфы, а исламского мира, от которого получает потом, основной себя относится Хаммад ибн Сулейман, берет его эстафету, так скажем, в Куфе, у которого обучается Абу Ханифа. Третий человек, который Масрук, которого Аиша, ради Аллаху анха, назвала своим любимчиком, поэтому его прозвище Абу Аиша, тоже один из великих ученых, которым с ним в основном все советовались. Также его один из больших учеников, который в течение 60 лет был казием разных эпох, и амиадского халифата, и при Али, ради Аллаху анху, это Кады Шурайх. Его назначил Умар ибн Хаттаб. Его еще назначают казием Умар ибн Хаттаб. Шурайх, он 60 лет был кази и судил Али, ради Аллаху анху, с христианином. И они тоже встречались с имамом Шааби и советовались. И Шурайх всегда советовался с Масруком. Также Абу Абдурахман ас-Сулями, один из риваятчиков хадисов и кираат аль-Кур'ан, который получил от Ибн Масуда, ради Аллаху анху, Усман ибн Аффан, Заид ибн Сабит и других сахабов, от которого получает его ученик Асим, который тот Коран, который мы с вами читаем. Асим ибн Абу Нуджуд. Да, Асим. Хафсан Асим. У него приемный сын. Это приемный сын? Нет, не приемный, а этот. Сын жены. А там пачерица и пачер. Хафс. Пасынок, да? Хафс. Его пасынок это Хафс. И он потом передает Хафс от Асима. Хафс Асим. Потом мы с вами привели также его один из учеников, Зур ибн Хубайш, который тоже очень жил долго, 122 года. Всего лишь на 12 лет младше пророка, саллаллаху алейхи салям, то есть он, будучи еще зрелым, молодой юношей, был еще в джахилие. То есть пророчество еще не пришло. Потом, как услышал о пророке, саллаллаху алейхи салям, принимает ислам, но не смог застать пророк, саллаллаху алейхи салям. Он приезжает в Медину только во времена Усмана ибн Аффана, и переезжает Ибн Масуду, обучается у него, и Ибн Масуд обучается еще у него арабскому языку. Вот это мадраса, которую мы видим среди сахабов и табиинов, в основном сейчас уже только табиины, ихние табиины. Мы с вами взяли атмосферу приблизительно каких годов? Начиная от какого года? 10-го года по хиджре, да? Почему 10-й год по хиджре?
Это год смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть от него Аль-Кама, как он с Абу Бакр и Умар был. До какого приблизительно? Приблизительно, ну, 80 из-за того, что Абу Ханифа родился. Ну, здесь 81, 71, да? Имам Шааби уже 100-й год умер, в 100-м году. Здесь и даже, нет, 122 года он жил. А он умер в 81-м. Это уже его ученик, нам вот этот человек был важен. Просто то, что мы Коран у него взяли. Он в 74-м умер. Но это уже его ученик, который мы. То есть, пока мы вот эту первую линию с вами разобрали, приблизительно до 80-го года. От 10-го до 80-го года. Вот что, скажем, что знания несли людям такие большие люди, хотя помимо них есть очень много другие, но они там не такие, так скажем, известные. И там может несколько только масаля, несколько только вопросов они могут решить. А эти касалось всего. То есть полный Коран, имам Шааби, там основная сунна, полный Коран, эти все люди основали Ибн Масуд, ученики Ибн Масуда. Вопросы есть? Шурейх, получается, назначил Омар ибн Хаттабом, да. то есть Али просто подтвердил. Да, потом уже Усман, да, потом уже были, они приходили и уже подтверждали его. Не снимали с должности и все. Если по хиджре взять, Шурейх аль-Кады, он с 17-го года по хиджре, он уже был, если год назначения, если разобрать, 17-й год по хиджре он был уже кази. А 17-й год по хиджре это год образования чего? Города Куфы. Как Куфу основали, так Омар ибн аль-Хаттаб его и туда поставил уже кази. Потому что он потом, в 78-м умер. Если взять год его смерти, 78-й год по хиджре, один год он себя снял с должности, то есть с 77-го, то есть 17 по 77 год по хиджре он был казой. А он был только в Куфе или всего государства? Нет, только в Куфе. У каждого города был свой кады. Вот государства, ну, интернета не было, можно понять. То есть обращались только доступные к местному, да, в то время. Иншаллах, кады Медины мы отдельно разберем. На рассмотр дел не переносили, наоборот. На рассмотр нет. В исламском понимании нет. Да, апелляции такого не было. Апелляции не было. Все? Понятно? Вот эта школа Ибн Масуда, иншаллах, мы на этот период пока закрываем. Потом мы начнем уже с 80-го, начиная от Ибрахима Нахи и других, иншаллах, как эта школа уже дальше пошла, насколько она разделилась. Вот. Пока так. Мы, наверное, с вами потом, иншаллах, мединскую школу, басрийскую быстро пройдем, потому что басрийская она не так, чтобы понять это, как они у друг друга брали эти знания, то есть основали школу, а потом уже начнем мединскую. Все? Фи аманилlah. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.